опасность больше, чем можно даже представить, досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, о чем предупредили таджиков. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Таджикский политолог Шерали Ризайон прокомментировал дискуссию по поводу Афганистана в Центральной Азии. Во-первых, таджикские политики и эксперты уже не первый год предупреждают страны нашего региона о потенциальной и реальной угрозе со стороны террористических организаций и иностранных боевиков центральноазиатского происхождения, которые находятся в Афганистане. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе своего выступления на 4-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Кыргызстане 21 июля этого года отметил, что текущие процессы в Афганистане в ближайшем будущем негативно повлияют на государства нашего региона и спрогнозировал ухудшение ситуации в этой стране. К сожалению, с появлением группы под названием Тахрики Талибан Таджикистан, движение талибов Таджикистана, если это реально не является фейком, наши прогнозы и опасения оказались верными. Соседи Афганистана в Центральной Азии рассматривают свои отношения с Талибаном с двух позиций: расширение торгово-экономических отношений и обеспечение безопасности. Туркменистан и Узбекистан установили отношения с талибами в целях обеспечения своих экономических и торговых интересов, а также использования территории Афганистана для создания транзитных коридоров, строительства дорог и другой инфраструктуры в направлении Пакистана и Ирана. Таджикистан, обладая реальным опытом соприкосновения с террористическими организациями, всегда ставил обеспечение безопасности во главу угла своей политики и подчеркивал наличие реальных угроз и вызовов. Эксперты из Центральной Азии в своих выступлениях на различных конференциях, в своих аналитических публикациях и интервью подчеркивают, что налаживание сотрудничества с Талибаном в конечном итоге приведет к их позитивной трансформации. По моему мнению, этому оптимистичному прогнозу не суждено сбыться, а угрозы и вызовы со стороны экстремистских организаций, действующих под патронажем Талибан, в будущем будут возрастать для всех государств Центральной Азии. Во-вторых, как отметил в своем выступлении старший научный сотрудник Афганского института стратегических исследований Хусейн Эхсани, появление группировки под названием «Таджикские талибы» нарушает соответствующие пункты соглашения в Дохе от 29 февраля 2020 года. Поскольку Талибан в рамках этого документа взял на себя ответственность, что с подконтрольной им территории не будет исходить угрозы соседним странам. Они также заявили, что не будут поддерживать деятельность террористических организаций и иностранных боевиков. В Таджикистане многие не верили, что Талибан выполнит свои обязательства. И появление таджикских талибов, если это правда, подтверждает реальность опасения Таджикистана и показывает истинное лицо Талибана. В-третьих, появление Тахрики Талибани Таджикистан больше похоже на политтехнологический проект, целью которого является создание необходимого информационного фона. Существующая угроза, которая может исходить от таких и им подобных террористических организаций, в большей степени будет наблюдаться в информационном пространстве, особенно в социальных сетях. И этим обязательно воспользуются заинтересованные стороны и государства для реализации своих целей, как партийных, так и геополитических интересов. А как вы думаете, реальна ли угроза? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В-четвертых, вероятность появления социальной базы иностранных террористических организаций в Афганистане, особенно центральноазиатского происхождения, как в Таджикистане, так и в других странах региона, оцениваются крайне низко. Потому что граждане стран Центральной Азии ощутили на себе последствия появления ИГИЛ и стали свидетелями того, как многие их соотечественники пострадали и поломали свои жизни. С другой стороны, все государства региона на сегодня приняли и реализуют программные документы по противодействию радикализму и экстремизму. Основная угроза этих организаций, вероятно, будет наблюдаться в пространстве социальных сетей, и, скорее всего, они займутся онлайн-вербовкой и активизируют свою деятельность для рекрута граждан стран региона в свои ряды. В-пятых, как упомянул бывший депутат афганского парламента от провинции Бадахшан и зампредседателя Исламского общества Афганистана Вакиф Хакими, Талибан, вероятно, создали Тахрики Талибани Таджикистан с целью оказания влияния на Таджикистан и сформировали угрозу с учетом нынешней позиции нашей страны по отношению к ним. Поскольку Талибан не является самостоятельным и контролируется другими странами, у этой инициативы может быть несколько бенефициаров и возможных целей. Можно смело предположить, что целью является не только Таджикистан, но и другие государства, вовлеченные в процесс Афганистана. Поэтому крайне важно, чтобы все страны Центральной Азии проводили
проводили прагматичную политику в отношении Талибан, принимая во внимание реальные и потенциальные риски и угрозы для стабильности и безопасности. А как вы относитесь к такой ситуации, что все пытаются договориться с талибами? Как вы думаете, будет ли от этого толк и стоит это вообще делать? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!